Ну что, Валерий Батькович, начинаются летние страдания. Едем на первую летнюю рыбалку. Первый шаг до реки дотащить. Эй, пупсик, иди в баню. Ну ты чё тут? Ну, первая летняя водичка. Че, Барбос, не берут тебя на рыбалку к нам встречают? Хорошо попадает на играх воды, когда вода падает, с озер рыба стремится уйти. Ну, опоздали немножко, что ж. Просто так на озере половим. Вчера градины были. Но у меня что на балкон падало 1,2 большие, наверное, так 5-6 миллиметров. Позавчера смотрели, черемуха цветет, думал, черемухе хана. В поселке посмотрел, в поселке точно все цветы у черемухи пошибало. А тут я смотрю, вся черемуха целая. Только где туча прошла, там черемухи нету. Где тучи не было, там есть. Ну, Марья Ивановна, я готова. Так, ты куда, Одиссей? Я уже на камеру сказал, прогноз был сегодня ливень, там 6-7 миллиметров. А тут даже вон солнце вышло. Даже обидно стало, я плащ взял. У меня подозрение, завтра по прогнозу и послезавтра 2 дня солнечная погода. Вдруг дождь будет, а? Может быть. О, гремело. Гремело. Это что, с запозданием на дождь нас догонит? Ну, от судьбы не скрыться. Уже все равно в дороге. Да мы уже полдороги проехали. Гремит. Впереди гремит. Ладно, едем дальше.
Холодрыга, рябь по реке погнала, в тучи зашли, и ласточки, блин, низко летают. Пора, по-моему, плащ одевать. Там на земле белые лепестки видны. Так, это что, лепестки Черемухи. черемухи сама падает или дождь сбивает? Кто-то сбивает, наверное. Ветер есть, дождь. Ветер. Все, плащ одену. Свитер одену, холодрыга, холодно стало. Да, солнце скрылось, да, чувствуется. Лепестки черемухи вовсю гонит. То ли впереди дождь, то ли ветер. Скоро узнаем. Валерий, ты предусмотрительно плащ на причале, откуда мы отъехали, одел. Я сразу все одежки. А мне ветер продул по дороге. Я сейчас одел. Сейчас мне ни ветер, ни дождь не страшен. Есть ветерок, есть. Ну, я готов к труду и обороне, в смысле к ветру и дождю. Слушай, главное вовремя все сделать. Закапало. Дождь пошел. Елки-палки. Глаза придет и ливанет и все. Да. И не могу сказать, что маленький дождик. Идет, капает. Ну что, вот сюда заехать между корягами? Правда, коряги тут. О, точно на корягу залезем. Ой, черт, оторвался. Или вот чуть вперед, вон за корягу. Давай. По крайней мере, можно потом пройтись, посмотреть. Впереди просвет. Среди этих туч это льет и льет, и льет и льет. Такая холодрыга. А впереди светлое небо и никак доехать до них не может. Не, там, наверное, не залезем или залезем. Ой, дерется дерево. Надеюсь, мы здесь залезем. Вообще-то первый шаг посмотреть надо, как далеко мы от тропы устали. Как мы приехали, дождь практически прекратился. Так, слегка моросит. Блин, круто тут. О! Там около тебя подняться нельзя. Знаю, можно, наверное. Так, сейчас задача залезть. Песок больно крутой. Ой, 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 ой. Я думал, у меня под ногами трещит, а это, оказывается, гром где-то гремит. Тут не очень хорошо. Но попробуем. Ой, залез. Ну, точно на тропу. Ну, можно сказать, до причала своего приехали. Сейчас, может, лестницу скину? А интересно, приехали, дождь прекратился, да еще и потеплело. Заметно теплее стало. Может, это туча только над нами висела, да? Но громыхало все в стороне. Я думаю, если посильнее громыхнет, сразу к берегу и немедленно с реки убираться. Гром, молнию крайне опасно ездить. Можно было поразвлекаться, веревкой поднять, но груза мало, поэтому овчинка выделки не строит. Ну, хопа! Опять копает. Валерий Батькович, у брусники бутончики распускаются. Так называемые бутончики.
Скоро цветы будут у брусники. Вот когда зацветет по-хорошему, можно по лесу пройтись, посмотреть, где брусники больше. Пока не зацвели цветами, но бутончики уже сформировались у брусники. И урожай капитальный. Слушай, Валерий Баткевич, вот я в магазин пришел, я говорю, продайте мне пирог свой. Он говорит, пирога нету, пицца есть. Я говорю, а пицца это что? Как думаешь, что пирогом пиццу-то назвать нельзя или как? Что-то я не понял. По-моему, тоже пирог. На России же все только могли, изначально все ложили. Я даже этих канал да пару раз встречалась. Итальянские пироги. Пицца. А, итальянский пирог, пицца. Да. Во! Я говорю, что косите под итальянца? Вспомните, что русские. Пицца какая-то. Ты меня убедил. В следующий раз придут, скажу точно, пирог давайте. А будут косить под итальянцев, специально посмотрю, типа японские названия пирога, и скажу, ну тогда давайте этот, мусю, тющу. Слушай, как думаешь, это Бог наказал европейцев, что таких правителей выбирает? Ну, такие-сякие. Доведут народы, что тараканы начнут есть или не будут зимой? Пусть тараканы живут, лишь бы не полезли. Ну, пускай лезут. Войной полезут. Пускай лезут. Посейдон и в компот их. Это они хорошо кончить хотят. Нифига, пускай тараканов жрут. Отощает малость. В Азии все только не кушают. И им пора. Может, мозги там чуть поправят. Европейцы недовольствовались. Азиаты, африканцы к ним идут. Сейчас они сами побегут в Азию за тараканами. Да, своих съедят. Газа не будет. Тараканы от них убегут. В Азию, ну, придется за тараканами. Ладно. Слушай, а точно ведь уезжали, вроде нормальная погода, приехали, тут вообще солнце вышло. Полдороги мочило. Хорошо, гроза не наскочила. В стороне где-то громыхало. Так, ну все, чай попил. Согрелся, а то я там, когда тучи наскочили, дождь пошел, такая холодрыга была. Сейчас пойти на солнце, наверное, в жар кинет. Так, ну что, Валерий Батькович, борьба с болотом начинается. Ну, я как сапер, так я вперед посылаю. Как опытный сапер, да? Да. Бывало и похуже. Что, зря брод не покупали, что ли?